Здравствуйте, уважаемые коллеги и студенты. Я преподаватель Высшего аграрно-технического колледжа Западно-Казахстанской области Закарина Шнар Курманбаевна. Тема сегодняшнего онлайн-урока нашего – строительные материалы, который проводится в группе ТЖ-112.2 по специальности пожарной безопасности. На прошлом занятии на платформе Classroom я выдала задание, что пройдет урок-конференция на тему строительные материалы, что студенты должны подготовить, доклады на 5-7 минут. Так, поделила студентов на группы по 2 человека, и в группе у нас вывелись 3 эксперта. Также им, как основу, выдала презентацию «Строительные материалы. Основа для изучения темы конференции». Далее, цель и задачи этого занятия, урока конференции – выявить качество и уровень овладения знаниями, полученными на предыдущем. Цель и задачи урока конференции – это выявить качество и уровень овладения знаниями, полученными на предыдущих занятиях по предмету материаловедения, показать другую сторону предмета, систематизировать знания по предмету, научиться излагать материал за заданное время, выявить преимущества, недостатки различных видов материала, научился слушать и слышать друг друга, воспитывать творческую активность учащихся, умение осмысленно воспроизводить подобранный материал в ходе подготовки конференции. Участниками конференции являются студенты группы ТЖ-112.2 специальности пожарная безопасность. 3 эксперта с этой группы выявлены. Это Бахчанова Камила, Хангиреев Жангир, Ютиш Николай, которые у нас хорошо занимаются по этому предмету и хорошо знают весь пройденный материал. Так, тема конференции, поделена на следующие направления. Это основные свойства строительных материалов, природные каменные материалы, стекломатериалы на их основе, металлы, древесина, полимерные материалы, органические вещества, лакокрасочные материалы. И выступления студентов у нас идут по выбранным им самими темами, в группе по 2 человека. Урок будет проводиться, онлайн-урок по WhatsApp, телефону студентов. И в эфир выходит 2 студента, участник конференции, эксперт и преподаватель. Здравствуйте. Поприветствуем друг друга. Мы дома, мы вместе занимаемся, учимся. Так, сегодня у нас идет урок конференция. Тему знаем. Вчера этот материал у нас висит в классруме, да? Строительные материалы. Эта тема разбита у нас на разделы. И первое направление нашей конференции – это основные свойства строительных материалов. На этом уроке сейчас у нас присутствует эксперт Бахчанова Камила и 2 у нас докладчика по этой теме. Это Бабаков Александр и Абдрахман Дархан. Сначала мы выслушаем выступление наших докладчиков, потом эксперт и я выскажем свои мнения. Хорошо. Слово предоставляется докладчик. Начинаем. Тему нашу основных строительных материалов. Каждый материал, применяемый в строительстве, обладает комплексом разнообразных свойств, определяющим опыт его функционального применения и возможность сочетания с другими
плотность материала называют ее просто... Средняя плотность материала – это физическая величина, определяемая отношением массы материала ко всему занимаемому их объему, включая имеющие в них пустоты и поры. Если плотность материала это характеризуется массой единицы объема материала, причем имеется в виду объем только твердого вещества, из которого состоит материал без учета объема, пор и пустот. Хорошо. Дальше дальше. Это вы физические свойства нам рассказали, да? У нас еще есть какие свойства? Технологические, механические. Пожалуйста. По механическим свойствам что мы можем сказать? Пористый Дархан рассказывает. Пористый? Слушаем, Дархан. Ну, я скажу, степень заполнения объема материала. Степень заполнения объема материала в форме. Давайте. Физические свойства материала. Физические свойства материала, она является... Давайте, мальчишки, вот так сделаем. Дайте основные определения по физическим свойствам. Да, мы говорим, что физические свойства дают нам основное понятие о природе этого материала. Механические свойства что определяет? Дайте мне определение механическим свойствам. Вопрос понятен? Механические свойства. Красочные материалы. Значит, докладчики Суменков Владислав и Утаров Нариман. Значит, слово им предоставляется. Также у нас присутствует эксперт Бахчанова Камила. Так, слушаем наших докладчиков. Нариман, ты перевернулся. Начинайте. Нариман, начинай. Начинай. Вот, давай. Я начну. Ну, могу я начать? Ну, например, вот это сначала, как я говорил, предназначен для окрашивания поверхности. Ну, в принципе, понятно название. Основным компонентом этих, скажем так, красочных материалов, преобразователей, это несущие соединения, которые тоже, понятно название, образуют пленку, которую сначала наносят на поверхность. Вроде бы. Ну, как она образует прочную пленку, накрывающую поверхность. Пленкообразователь по природе, по природный, искусственный и синтетический. Так, хорошо. Также они делятся. Последняя группа – это лакокрасочные материалы на основе эфиров целлюлозы. Так, область применения, пожалуйста. И выводы сразу, Владислав. Да, сеть у меня чуть-чуть подвела только что. Так, все, Камила, так, вы слушали ваши доклады, спасибо. Камила, пожалуйста, твои выводы. Камилу слушаем, спасибо, мальчишки. О, сеть у меня плохая. Камила. Я же говорю. Слышим. Вы еще сказали, но они не сказали состав лакокрасочных материалов. Нариман же начал, говорил. Ну, какой? Не закончил, да? Он же не... Состав Нариман спрашивает у тебя. Ну, состав там это... Сящий. Там... Там основа пленкообразователь, основной компонент.
Участники сегодняшней конференции, поприветствуем друг друга. Так, тема сегодняшнего урока конференции у нас строительные материалы. Значит, мы эту тему поделили на разделы, да? И третий раздел у нас называется «Стекло и материалы на его основе». Докладчики по этой теме у нас Емелин Максим и Жакенов Алмат. Эксперт в этой группе у нас Ютишев Николай. Неправильно назвал, да, фамилию? Что-то. Так как у нас Максим что-то по техническим, да, критериям, наверное, не выходит в эфир. Так, выступает у нас Алмат. Слушаем доклад его. И эксперт в итоге потом будет свои итоги говорить по этой теме. Раскрыта она или нет. Алмат, слушаем вас. Начну с общих сведений. Стекло – это все аморфные тела, получаемые путем переохлаждения расплава. Независимо от их химического состава и также температурной области, затвердевания, обладающим в результате постепенного увеличения вязкости механическими свойствами твердых тел, причем процесс перехода из жидкого состояния стеклообразный должен быть более обратимым. Так, по масштабу применения первое место принадлежит строительству, в котором оно применяется не только для устройства светообразовательных путем, но и в качестве конструктивного и отделочного материала. История про это стекло получается за 3 или 4 тысячи лет до нашей эры. Производство стекла было известно египтянам. В этот период изделия изготавливались путем пластического формирования, а также прессования. Значительное развитие получило стеклоделие в Венеции, которое оставалось мировым стеклоделателем до 17 веков. Венецианское стекло отличалось в основном большей художественной ценностью, проникало в другие страны, это в основном Европа и Ближнего Востока. В Россию стеклоизделия принес швед Елисей Койот. В 1635 году, если не ошибаюсь, первый завод был построен в Духанино, в Дмитриевском районе, в уезде, а также в Измайлове, да. Здесь наряду иноземцами работали русские мастера, которые осваивали основные подъемные стеклоизделия. Важной векой Так, его Алмат, развития в России Алмат, явился слушайте меня, пожалуйста. Алмат, вы должны нам рассказать, что такое стекло, да, какие материалы из него изготавливаются. Начинайте, первый вопрос, это значит свойства стекла. Дальше область его применения. Вначале, что такое стекло, из чего мы получаем, да? Дальше называете, значит, область его применения. Виды стекла и области применения. Время ограничено, на доклады у нас всего лишь 5 минут выдано, так как в онлайн-режиме. Поэтому, пожалуйста, слушаем вас. Свойства, область применения. Виды стекла. Свойства. В общем, есть витринные стекла, производство двух марок, это М7 полированные, а также М8 неполированные, толщиной 6,5 13 миллиметровых. Хорошо, витринное стекло еще перечисляем просто. Алмат, пожалуйста, перечисляйте нам. Листовое узорчатое. Так, дальше. Армированное. Так, Увелеванное стекло. Закаленное. Многослойное. Теплообращающее. Теплоотражающее. Хорошо. Теперь, пожалуйста, области применения. Так. Применяется витринное стекло применяется для остекления витрин, витражей и окон общественных зданий. Цветопропускание витринных стекол 85%, 83%. Хорошо, дальше. Листовое узорчатое применяется в основном декоративного остекления
окон и дверных проемов, Мгм. а также внутренних перегородок, Хорошо. веранд. Хорошо. Итог ваш, пожалуйста, по вашей теме. Алмат, слушай меня. Итог. Потом мы вопросы зададим, пожалуйста. Итог ваш скажите по вашей изученной теме, да, итог по вашей теме. Вывод. Вывод какой вы сделали? Стекло применять строительство на первом месте. Всегда, везде. Что еще сказать? Кроме как строительства, где мы стекло можем использовать? Скажите мне. Ну, стекло везде используют, можно сказать. Прибор строения можем использовать? Приборостроение, да. Самолетостроение. Автомобилестроение, да. Можем использовать. Так, хорошо. Доклад окончен, да? Эксперт, мы вас слушаем. Вопросы или же общие? Ага. Что такое пеностекло? Пеностекло это получается пеностекло. Сейчас. Пеностекло. Так. Николай, что вас интересует, как оно изготавливается или вообще определение? Что он представляет просто? Что из себя представляет пеностекло? Искусственный материал. Так. Ну, более похоже на пензу. Искусственную. Пеностекло. Хорошо. Вопросы? Общее впечатление, Николай, пожалуйста. Он ответил в данном моменте отлично. Мне понравился четко и ясно. Вопрос на вопрос ответил. На все заданные вопросы, да? Есть у вас предложения? Мои? Да. Так, если доклад окончен, выступление эксперта выслушали, спасибо за работу. Успехов в дальнейшей учебе. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания. Так, доклад на тему органические вяжущие вещества, материалы. Докладчик Назаров Даурен и Сармина Елена. Так, по очереди, да, отвечаем. Да. Так, слушаем Даурена и Елену. Слушаем. Вам слово. Так, и сырки твердые продукты инъекции. Битум состоят из молекулярных, нефтяного и метанового рядов углеводов, углеводородов и углеводных. Они хорошо растворяются в первом продукте при обычной температуре. Угу. Да, сеть тут чуть-чуть. Продолжай, Лен, продолжай. Да, продолжай. Насчет этого? Импульсии пасты представляют собой дисперсные смеси, состоящие из воды, битума или дегтя, и поверхность активного вещества, и мыла, соли, нефтяных и других кислот. При введении глины, извести и цемента до 15% получают пасты, которые при использовании разбавляют с водой.
битумы и диктовые линии применяют для обработки и гидроизоляционных работ. При работе с ними необходимо соблюдать условия противопожарной безопасности. Так, еще асфальтовые бетоны получают при затвердении смеси, состоящей из битума или дегтя, песка, щебня или гравия и минерального порошка. Они бывают дорожными, аэродромными, промышленными и декоративными. Так, потом в зависимости от вида битума. Не понял. Плохое соединение, видишь? У кого? Я слышу вас, слышу. Нормально или нет? У меня просто получилось. Не, нормально все. В Слышу, зависимости слышу. от вида битума, твердый, маловязкий или жидкий. Асфальтовые битумы. Все хорошо. Вопросы по этой теме? Так, раскрыли. Хорошо, конечно. По свойствам можно было еще добавить. Чуть больше, да, так как связь тут у нас подводит чуть-чуть, мы и задержались. Спасибо за доклад. Урок окончен. Приветствую, друг друга. Здравствуйте. Мы дома, мы вместе занимаемся онлайн. Так, сегодня у нас урок конференции. Тема нашего урока конференции — строительные материалы. Эта тема у нас разделена на разделы. И второй раздел — это у нас природно-каменные материалы. Докладчики по этой теме у нас Верченко Егор и Даенчева Анна. Эксперт Хангиреев Жангир. Так, слушаем доклад. Что-то Анна по техническим, наверное, у нас обстоятельствам не выходит в эфир. Не вышел на связь. Да, в поселке живет. Поэтому Егор сам придется по этой теме отчитаться. Мы вас слушаем, ваш доклад. Выступает Верченко Егор. Так, основным производственным сырьем являются горные породы и материалы. Горные породы представляют собой природные агрегаты минералов более или менее постоянного состава, образующие самостоятельные географические тела, располагающие земную кору. Минералы — это природное тело, приблизительно однородное по химическому составу и физическим свойствам, образовавшиеся в результате различных физико-химических процессов, происходящих в земной коре. Что еще могу сказать? Значит, природных в качестве природных каменных материалов в строительстве используют горные породы, которые обладают необходимыми строительными свойствами. По геологической классификации горные породы подразделяют на третьи, поэтому магматические, первичные, осадочные, вторичные и метаморфические, видоизмененные. Еще есть изверженные, первичные горные породы. Они образовались при основании поднявшихся из глубин земли расплавленной магмы. Строение и свойства изверженных горных пород в значительной степени условий остывания магмы, в связи с чем эти горные породы подразделяют на глубины, и излившись, глубинные горные породы образовались при медленном остывании магмы в глубине земной коры, при больших давлениях выше лежащих слоев земли, что способствовало формированию пород с плотной кристаллической структуры, большой и средней плотностью, высоким пределом прочности при сжатии. Эти породы обладают малым водопоглощением и высокой морозостойкостью. К этим породам относятся гранит, диорит, габро и другие. Ринат, эксперт Бахчанова Камила. Начинайте. Металлы — это простые вещества, обладающие в обычных условиях свойствами высокой проводности и теплопроводностью. Так, металл широко применяется в различных областях народного хозяйства, в том числе и в строительстве. Строение металла имеет кристаллическое строение. Их механические свойства чистых металлов определяются в природных атомах.
Амир? Продолжай. У тебя все? Про свойства что-то мало рассказал. Нет, у меня еще... Да. Хорошо, пока подготовься. Свойства. Амир, еще выйдем, мы так плохо тебя видим. в эфире. Так, Ренат, продолжай. Строение металлов. Металлы из сплава – это основной материал в машиностроении, автомобилестроении и самых таких заводах, где... В общем, они обладают многими ценными свойствами, то есть внутренним строением, то есть мягкий пластичный металл или сплав можно сделать твердым, хрупким или наоборот. Для того, чтобы сознательно изменять свойства металлов, необходимо знать их кристаллическое строение. Если изменить расстояние между атомами или порядок их расположения, изменяется их свойства металла. В плавах там смола, стекло, вот эти канифоли и тому подобное, там атомы расположены беспорядочно. Да. В металлах они находятся в определенном геометрическом порядке, образуя эти вот кристаллы. И металлы делятся на цветные металлы, всем известные, потому что они содержат сталь и железо, то есть это алюминий, медь, никель, свинец, цинк, олово, латунь, серебро, ну и тому подобное. То есть и они, в отличие от черных металлов, они устойчивы к коррозии. Коррозия – это от внешней среды разрушает их свойства физическое. А черные металлы, они содержат сталь и железо. И Не содержится, а относится. Самое, вот это вот, самое основное, это же железные дороги. Хорошо, Ренат, где же используются металлы нам? Просто скажите и все. Понятно, хорошо вы углубленно изучили металлы, да? Область применения металлов в строительстве. Они широко применяются в различных областях народного хозяйства, в том числе и по строительству. Так, что изготавливаем? Трубы вы назвали, еще? Где еще металл используется? Трубы, я сказал, дороги, там пружины, иглы. Металл используется в строительстве мостов. То есть они используются, бетонными используются там, допустим. Используются для... Так, слушаем Рената тогда или же Амира. Кто будет? Амир, тебя слушаем. Они широко используются в каркасах, в разной технике, потом в строительстве, еще где хозяйство, в том числе и в строительстве, в областях народных. Хорошо, Амир. Ренат, общий итог скажи нам про металлы. Преимущества, пожалуйста. Общий итог по этой теме металлы. Ренат, слушаем вас. Общий итог теперь у вас. Выводы скажите. Выводы по теме. В конце конференции были подведены итоги конференции и отмечены лучшие доклады. Доклад Кланюк Павла по теме древесина, Абдрахман Дархана по теме основные свойства строительных материалов, Сумикова Владимира по теме лакокрасочного материала. Также были одобрены работы наших экспертов, которые хорошо поработали и дали свою оценку каждому докладу. Изучение этих тем, закрепление по предмету материаловедения в дальнейшем помогут нашим студентам, будущим специалистам по специальности пожарной безопасности изучить такие дисциплины, как пожарная безопасность в строительстве и пожарная безопасность объектов хозяйствования. Всем студентам дальнейших успехов в усвоении новых знаний.